Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – о чем трепется языки за вашей спиной. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад. И если с вами резонирует портрет, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Небольшое объявление. Сейчас длинные видеорасклады из нашего канала Ведаскара, из YouTube, параллельно загружаются в Telegram-канал. Подписка на Telegram-канал стоит 333 рубля в месяц. Можете или только на месяц подписаться, или выбрать удобный для себя тариф. Ссылка на Telegram-канал находится под видео или на экране перед вами QR-код, который вас сразу же перенесет на Telegram-канал. Спасибо. Итак, продолжаем наш расклад. Сейчас посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад. Здесь показывают человек глубокий, мудрый, отшельник. То есть часто вы любите проводить время в одиночестве. Мысли ваши, друзья. Здесь на данный момент присутствуют настолько глубокие мысли, которые могут даже иметь в себе краску негатива или депрессии какой-то, страха, неуверенности. Из-за своих же каких-то мыслей или, может, даже накручиваний. Здесь человек, который для всех является закрытой книгой, тайной. Очень много, я говорю, мудрости у вас. И есть знания, которые открыты только вам. Вообще, в целом, для людей вы представляете себя активной героиней такой. Кажется, да, что вы открытая книга. На самом деле это только видимость вашего портрета. Такая красивая, импульсивная, целеустремленная, очень активная женщина. Но внутри у вас скрывается другое. Это мудрость, тайны, потаенное что-то, невидимое другим. На самом деле можете представлять внешне один облик. А на самом деле, я и говорю, быть другим человеком. Вы человек, который часто вспоминает свое прошлое. Человек, у которого здесь могут присутствовать дети, ребенок, мальчик, девочка. Вот у кого-то может быть какие-то воспоминания, я говорю, о прошлом, и тут выходит дьявол, который говорит о вас. Не то чтобы вы дьявол, вы представляете человека, который может на самом деле носить маску. Здесь идет очень обаятельная внешность. Для мужчин вы конфета, вы женщина-конфетка. Для женщин вы тоже являетесь отчасти конфеткой. Но здесь могут вам и завидовать, здесь могут ревновать своих, например, мужчин к вам. Но в то же время понимая, что вы конфетка, бусинка, красивая. Может, не скажут это вслух, но будут, понимаете, даже завидовать, может. Или хотеть быть как вы, выглядеть так же, как вы. Здесь очаровательная женщина. И она знает, что она хочет. Здесь у вас могут быть вот как противоречивые тоже портреты. Здесь женщина, которая непредсказуемая. Здесь женщина горячая, страстная. Возможно, даже вот что касается мужчин, да, которые смотрят на вас, видят вас, чувствуют вас, вот этот вот страстный посыл, что вы горячая, вы та еще штучка. Вы зажигаете мужчин. Также вы можете являться в компании, в обществе таким вот задором. Женщина, которая не имеет тоже границ, которая вот ради своей цели
да, идет напролом, она не боится чего-то, смелая, активная чересчур аж, ведете все до победы. Всегда во всем, да, здесь показывает человека-победителя. Здесь могут смотреть и люди, которые ведут за собой общество, у которых есть какая-то идея или тема определенная, но за вами идет общество, следует за вами. И здесь в этой идее, в чем вы их ведете, какая-то есть мудрость. Да и вообще в целом, когда вы ведете за собой толпу, здесь есть определенно какая-то цель, почему люди идут за вами. Может быть, лозунг даже под чем-то, да, вот под каким-то лозунгом. А здесь могут быть момент отношений. Вот вы хоть и свободолюбивая, но вы всегда возвращаетесь в дом. Вы всегда... Здесь момент порядка, домашнего уюта, тепла, очага. Вообще здесь женщина и успевает везде, и по дому, и на работе, заботливая, очень чувственная. Не камень. Женщина не камень. Женщина, которая пышет позитивом или энергией. Здесь момент мага. Это говорит о том, что вам подвластно все. В вашей власти есть все. И, скорее всего, вы повелитель своей судьбы. Строите свою судьбу сама. Выбор делаете, даже сложные выборы были в вашей жизни. Вы делали сама. Может быть, даже резкие повороты в вашей жизни. Вы предпринимали решения сама. Даже были, может быть, и такие случаи, что вот как опасно, но вы идете. Или же не испытываете страх, хотя другие бы испытывали перед этим страх. Хочется сказать еще, что вот вы тоже для кого-то были роковой женщиной. Уходили и сжигали за собой мосты. Вас нельзя не забыть. Вас только вспоминают. И очень много вспоминают. То есть вы оставили за собой большую память. Много памяти. В памяти чего? Вот такая женщина, она из памяти ни у кого, ни у женщин, ни у мужчин вы не стираетесь. Вы вот даже в коллективе, но вы очень заметная, яркая особа. Здесь, кстати, может женщина быть, которая одевается ярко, да, призывает к себе внимание, или красится ярко, или любит все такое, знаете, блестело, чтобы, или притягивало к себе внимание. Здесь может быть обделение вниманием с детства, да, тоже у кого-то проиграться. У кого-то здесь может быть проявление какого-то артистизма. Артист, я артистка. У кого-то здесь есть громкий голос, да, вот вы появляетесь, вас слышно. Даже в толпе вас слышно. У кого-то реально может быть громкий голос. Здесь еще присутствует в вас очень много харизмы, поэтому тянутся к вам мужчины. Да, девочки? Харизматичная вы. Это и цепляет, скорее всего. Плюс еще ваша внешность. Здесь может быть даже женщина, которая может сегодня каблуки с юбочкой, а завтра спортивный костюм. Такая женщина еще, которая не боится обсуждения других людей, которая, в принципе, делает все равно так, как хочет. Хоть и неприемлемо это обществом, но она все равно будет поступать, если ей это удобно, если это ей нравится, она будет поступать так. Да, она не слушает никого, она слушает себя. Молодец. Но здесь вы обсуждаемое обществом, в любом случае, здесь вы ярко заметны очень обществу. Вы где пройдете, даже с толпой, ну, вас заметят, понимаете? Да, вы молодо можете выглядеть, или душа такая молодая, у кого-то может быть детский голос, да, или такой
молодой голос. Вот сколько бы вам лет не было, голос молодой, как у девочки. Здесь могут, кстати, знаете, вы можете, если вам что-то не нравится, вы это отпускаете с легкостью. Здесь вообще по дураку женщина, которая с легкостью может начать вести новый дневник, как говорится, жизни. В любой момент, почему бы и нет, да, можно все переписать, можно подкорректировать, можно начать с чистого листа. Это женщина, которая не боится, ни за что не держится, бросит и уйдет, вот так вот. Не привязывается. Да, вы для мужчин драгоценный камень показывают, вот для мужского общества. Для женщин вы реально зависть, вот завидовать вам. Здесь кто-то любит золото носить или золотые украшения, дорогие камни или красивые камни, натуральные камни. Здесь может присутствовать элементы, на самом деле, в декоре или где-то. Вам нравится оформление с золотом или камнями. Здесь может быть кому-то присущий изумруд в золоте, зеленый камень в золоте. Вот знаете, вот такие вот тона или сочетание таких тонов. Золото с изумрудом зелененьким. У кого-то здесь очень хороший вкус и сочетание цветов. Легкая рука. Можете вот счастливый билет вытянуть с легкой подачи руки. У вас вообще в жизни так получается? Да я вообще ни о чем не думала. Села в поезд и поехала. Да, и приехала в Изумрудную долину. Вот знаете, вот вы... Может быть, даже кто-то удивляется, как вы так умудряетесь, а вы никак и не умудряетесь. У вас вот с легкой подачей руки все это, да, как-то происходит в жизни. Иногда бывает, да, оказываетесь в нужном месте в нужный час или перед уже почти, да, вот двери за вами закрылись. Влезли в последний вагон. Тот момент еще белой рубашки, когда говорят о человеке, родилась в белой рубашке. Вот как от вас от чего-то отвело, пронесло, хотя вам могло бы и попасть. Да, или вот все заболели, а вы ни царапинки и ничего. Вас это не тронуло. Тот момент такой, даже вот как Бог бережет. Да, для мужчин вы тяжелая добыча. Это вот только кажется с внешней стороны, может быть, что, ну а что, подойду, познакомлюсь. Но когда человек начинает с вами знакомиться, вступать в отношения, вы не такая легкая, как казалось, да, такой крепкий орешек. И здесь может женщина иметь очень хорошую интуицию, чувствует все очень хорошо. Она понимает, да, где добро, где зло, умеет отделять добро от зла. И просто у вас по жизни ведет вас сердце и интуиция. Вот стоит ехать в дорогу или нет, да, вот стоит рисковать или нет, вот, но опять-таки с легкой подачей руки, или же все происходит вот каким-то образом, как интуитивно, раз, так, или тяп-ляп, и все готово. Все идеально готово. Или за час, да, вот как-то раз умудрилась сделать много дел. Вам удивляются. Вы человек на удивление другим людям. Вот так, и здесь есть даже в этом какой-то вот как доля мастерства. Как она так умудряется делать, да? Это мастерство. Внутренняя сила у вас очень сильная, вы. Не такая, как кажется, внешне. Можете даже, вот знаете, внешне выглядеть в какой-то степени такая хихихаха, но вы знаете всему толк, всему голова. Мудрая очень. Внешне можете казаться, что вы экстраверт, на самом деле часто любите побыть одна. Да, могут думать вообще другой портрет, что вы вульгарненькая такая, на самом деле вы строгая женщина. Учительница в длинной юбке или в юбке ниже колен, вот так вот. Вот внутренне, да, по состоянию. Так. Если с вами резонирует, давайте продолжать смотреть дальше. О чем трепятся языки за вашей спиной? О чем трепятся языки за вашей спиной?
Мужчина Трипалова. Ух ты. Мужчина. Ага, здесь даже не трепется, а человек вообще сидит, обдумывает, как вернуть вам что-то, что положено вам по справедливости. В чем-то здесь есть и недоверие к вам, но с другой стороны и у вас к этому мужчине недоверие. Здесь, может быть, касалось как-то и финансов. Он чего-то остерегается, медлит, медлительный вообще по себе, по своей натуре. Здесь есть момент, что вы что-то заслужили, или вам это надо вернуть, или вы реально что-то большего в этой жизни заслужили, нежели он. Вот такое чувство, как будто человек как-то мудро осознает какие-то свои ошибки по отношению к вам. Но он их обсуждает в своей голове, но не с кем-то. Знаете, такой внутренний разговор сам с собой. Опустошение может быть в чем-то. Сейчас такое дежавю прошло, да, как будто это уже было. Прям вот что-то было где-то в каком-то раскладе, или как будто бы это было год назад. Вот тут прям карты так выкладываются, и реально выходит как дежавю. Может быть, здесь происходит момент у вас часто дежавю. Это та ситуация, которая происходила в прошлой жизни. То есть какие-то есть моменты в вашей жизни сейчас или в целом вообще в вашей этой жизни сегодняшней, что вы можете замечать, что в каких-то мигах, что это когда-то в вашей жизни было. Это было в прошлых жизнях. И такое чувство складывается еще здесь, что мужчина может думать о вас, что в прошлой жизни вы были с ним вместе, или знакомы, или вот как сейчас произошло перевоплощение, и вы снова встретились. Вы знаете, здесь момент, что кто-то сделал ему плохо, какая-то женщина, и это было ему в чем-то уроком, наказанием за то, что он сделал вам. Здесь и есть момент того, за какой-то обман по отношению к вам. В чем-то он вас обманул. И это касается, опять-таки, говорю, финансов. Какие-то деньги, может быть, утаил. И вот какая-то женщина пришла в его жизнь, чтобы ему отомстить. Не потому, что она так хочет, а вот именно так ситуация, карты, как говорится, так легли, да, что послали эту женщину для того, чтобы она его в чем-то или разорила, или душевно, да, что-то слила с него. То есть опустошение есть тотальное. Может здесь момент быть даже, что мужчина отвернулся от женщины после какой-то измены. Причем с каким-то мужчиной, который старше него и нее. Это скорее даже мужчина из прошлого. Ваш мужчина из прошлого. Но здесь есть тотальное или же разочарование, или вот даже, я бы сказала, человек заболел очень сильно из-за этой женщины. Из-за этой женщины. Здесь может быть и душевные какие-то страдания. Здесь возможно и измена, здесь возможно и предательство. Кто-то его предал, обманул через какого-то императора. То есть, или же, да, вот у женщины на самом деле появился какой-то мужчина на стороне императора, и она наставила ему врагов. И человеку из этого плохо. Чувствует себя, знаете, вот хочется сказать, ниже травы в этой ситуации, но с этим ничего не может поделать. А женщина наслаждается какими-то эмоциями от другого мужчины. Вот так вот, прилетела. Хотел обмануть вас, а сам получил вдвойне больше. Но сейчас человек страдает. Знаете, что самое интересное? Вот эта женщина говорит о вас. Ей вот, или же, может быть, был разговор у этого мужчины с этой женщиной у вас, и ей это неприятно. Но женщина о вас очень часто думает. Здесь есть мысли. И вы знаете, в какой-то степени у нее есть такое отношение к этому мужчине, что мне тебя не жалко, я тебя растоптаю, да, вот, и тем самым произошла вот эта измена. За то, что он еще вас не отпустил, да, или вот какими-то
моментами она чувствует, что он еще с вами. Но я не вижу злости к вам, я вижу злость к нему. Ему сделать больно, ему сделать хуже. Но опять-таки это не решает ситуацию, да. Но она о вас очень часто думает. Думает, что вы нужны ему. Вот так вот. Даже, вот знаете, был интерес, возможно, покопаться, кто вы такая, ваши фотографии, да, вот где-то или видела, или что-то вот есть. Но здесь из памяти вы не у него не выходите в первую очередь, но и у нее тоже. Вот о чем-то она часто думает. И у каждого вы в мыслях. Кстати, может из-за вас еще и конфликт. Или конфликты. Может быть, упоминал вас. И что-то вот прям, знаете, вот у нее аж внутри, в душе аж свербит. Больно, неприятно. Здесь есть такое состояние, знаете, вот у нее именно, как отпущу его, мне будет легко. Чувствует себя беззаботно. Без него. Не хочет она этого мужчину. Ну, а что по отношению еще к вам? Ну, вот он переживает о чем-то у вас еще, да? Стремится даже к вам. Хотел бы с вами что-то вот... Я бы не сказала начать. Знаете, как-то к вам подъехать. Он понимает, к вам больше здесь вес, перевес. То есть, если сравнивать ее и вас, он выберет вас на сегодняшний день. Здесь есть какая-то, вот даже женщина это чувствует, вот что-то в постели не так. Да, и сразу вот как все обламывается. Думая о вас. Она думает, что вы, ой, вернее, он думает о вас. И вот, вы знаете, как из этого что-то или не получается, или вот как-то, ну, неприятен ей этот мужчина на сегодняшний день. А здесь показывает, что он хочет вас, он стремится к вам, есть физическое влечение к вам. Вы для него конфета, вы для него... Ну, здесь больше физический интерес, страсть к вам. Вот такой женщины, как вы, да, больше вот в его жизни не было. Все вот не то пальто, да, и вот он сейчас локти кусает, ревнует, злится, или же понимает, что прожег свою жизнь не на то, или время свое, да, вот провел не там, не с тем человеком, или, вы знаете, как-то даже внутренне просто себя терзает, сам ломает себя. Что-то себе даже вот как под нос бубнит, может быть. Он не знает, что ему делать. Почему? А потому что у вас уже все есть. Вы даже более достойнее сейчас, в каком-то положении, в лучшем, нежели он находитесь. И что вам, когда, если он объявится в вашей жизни, он вам не нужен будет. Вот, он видит в вас какое-то могущество, он видит в вас премиум класс, да, а себя ничтожеством. Вы от него ушли и не вернетесь. То есть ловить нечего, но страсть только у вас. Страсть и мордасти. Вот так вот. Эти переживания. Он жалеет, что вас упустил. Такой вот, как вы в жизни. Нету. Нету. Так, о чем трепятся языки за вашей спиной? Еще. Здесь момент какой-то пары. Ну, здесь есть интерес вашего какого-то развода с кем-то. Здесь кто-то интересуется вашим разводом. Но здесь только остаются догадки, так ли это на самом деле или нет.
или как произошел развод, или почему вы разошлись. Но здесь только догадки, здесь нету фактов, здесь нет никаких аргументов, здесь вот людям остается только догадываться. Может быть, поэтому. Да, вы очень хорошо скрыли информацию. Здесь момент того, что это мужчина и женщина, здесь разговоры на кухне, здесь есть сравнивание себя, своей пары или своей личной жизни с вашей личной жизнью. Вот, а у нее вот так, но здесь и разговоры. Здесь еще и по финансам разговоры о вашей жизни, о вас. Какие у вас финансы, доходы. Здесь почему-то думают, что вы надеетесь на содержание какого-то... Не вы содержите, а что вас содержит какой-то мужчина. Об этом идут разговоры. О том, что в том числе вы счастливы от каких-то его заработков денег. В том числе вообще разговор о счастье. То есть вы бросили кого-то ради какого-то другого счастья и денег или денежного мужчины. Ну, вы знали, тут кто-то говорит о том, что вы показали свою какую-то страсть. Вообще, тут еще идут разговоры, что вы не упускаете возможность. Если подвернется классный вариант, вы сразу схватитесь за этот вариант. А знаете, из-за чего эти разговоры идут? Тут даже может быть разговор это догадки, да, может так, а здесь еще и появляется какая-то зависть у женщины к вам в этой паре. Завидует вам. Но эта пара может знать вас. Или женщина настолько часто может рассказывать о вас, что вы уже вот как являетесь... Может, вы блогер, да, и ведете блог о своей жизни, личной жизни, может, да. Или же вот, ну, здесь момент обсуждения вот каких-то людей, именно, может, и пары, семейные пары, да, тоже опять обсуждают вас, вашу личную жизнь. Но в первую очередь, скорее, здесь больше проиграются у тех, кто... Какая-то пара, именно конкретная пара вас обсуждает. Муж и жена. Одна сатана, хочется сказать. Чем-то они друг на друга похожи. Или любят, как говорится, посплетничать, посидеть. Такие оба два. Знаете, кто-то вот из этой пары даже на вашей стороне. Кто-то завидует. Вот женщина может завидовать, а кто-то и рад, да, вот за вас, что вы такая молодец. Все правильно сделали. По тому, кто как заслужил. Вот так вы поступили. Если мужчина заслужил развода, вы сделали развод, развернули его и все. Да, она молодец. Или что ушла от кого-то, или бросила и начала что-то сама. То есть кто-то... Не то, что она против, та женщина. Она завидует, что у вас это что-то получилось. Или что у вас получается. Да, ваша победа. Вашим победам каким-то возможностям. Но она, кстати, очень часто говорит о том, что вы не упустите ничего в своей жизни. Такая вы жадная до всего, или хваткая такая. Но вы не пропустите мимо, да, богатого мужчину. Или какие-то возможности, связанные там с чем-то, с деньгами, с ресурсами. Может даже считать вас карьеристкой или называть вас так во время разговора, что она карьеристка. Ну а что, почему нет? Каждый какой-то, да? Поэтому вы не общаетесь с этой парой. Вы не общаетесь с этой парой. Знаете, здесь еще такой мужчина в этой паре. Он такой слушает то, что жена говорит, но может проявить свое какое-то мнение все же. Да, или проявляет свое мнение. Но хотя, в принципе, в целом, он придерживается своей, может даже молча придерживаться, да, молча придерживаться своего мнения. Но в целом он слушает свою жену. Хотя вот здесь он почему-то отстаивает, что вы правы в чем-то. Конкретно отстаивает, да, или говорит, заявляет об этом. Так, о чем еще крепится у вас за вашей спиной?
Могут, кстати, и вашу пару, если вы в паре обсуждать. Вы такая, а ваш мужчина такой-то. Ваши характеристики. Чем трепется. Здесь кому-то вы мешаетесь в каком-то обществе. Причем это может быть рабочее общество. Или где вас часто видят в обществе. Вы для кого-то являетесь костью в горле, мегерой, злой, да, эгоисткой. Знаете себе цену и умеете управлять ситуацией, может в какой-то степени и манипулировать. В то же время вы идете до победного, и неважно какой ценой. Кто-то вас так и говорит, что вы готовы даже за победу идти по головам. То есть перешагнуть через кого-то. Да, или сделать что-то такое пакостное ради своей победы. В то же время считают на самом деле вас такой мегерой, злой, агрессивной. Но говорят, что она себя тем самым... Кто-то понимает, что вы не просто так полезли первой с мечом, а вы только тогда махнете мечом, когда это вас коснется. И это ваш какой-то щит. Да, вы так защищаетесь. В то же время говорят, к ней не лезь, иначе она все в пух и прах разнесет. Да, или из мухи раздует слона. О том, что вы самовлюбленная, себя любите и все, больше никого, ничего. Да, эгоистка. Что вы не знаете, чего вы хотите, или не пренебрегаете какие-то, может быть, развлечения, напитки или под чем-то, да, можете пить какие-то увеселительные напитки, или же здесь кто-то говорит, что вы как сошли с ума. У вас в голове может каша быть. Карта смерть. Здесь, я вам скажу, или мужчина, или женщина такая мужсковатая, грубоватая, такая угловатая. Может быть, черты лица у женщины такие какие-то грубые, угловатые. Но здесь момент она ждет еще, да, вот как выжидает, смотрит на вас, наблюдение ведет. Остерегается, не особо входит с вами в контакт. Или когда говорит, очень четко думает, о чем она говорит с вами. Знаете, вот остерегается. Боится какой-то конфликтной ситуации или что вы можете в чем-то отомстить. Но здесь присутствует какая-то осторожность, обходительность такая. И, знаете, женщина как может не то что бояться, она скорее недоверчива. Не доверяют вам. Но у вас с ней могут быть, что надо, что-то надо, да, работать вместе, быть в этом коллективе, находиться рядом, сидеть рядом. Или вот что-то есть надо, но с другой стороны, ни вам, ни ей друг от друга ничего не надо. Вот в целом, да, вот как в жизни, в дружбе там или в каком-то близком общении. Не надо. Не надо мне ее. Это может быть и начальница тоже, или здесь женщина со своими какими-то амбициями, может даже комплексами, да, здесь есть такой детский максимализм юношеский. Она говорит о том, что у вас ветер в голове, да, это что вы или уйдете с этого места, или оставите это дело, чем вы занимаетесь, с чем вы работаете или над чем вы работаете, вы это оставите. Здесь вот как могут или пытаться сместить вас ради получения чего-то желаемого. Может быть, получить ваше место, или вы освободите это место и легко вздохнется.
да, у вас слишком много претензий, может быть, каких-то, и вы раздражаете этим самым эту женщину. Предъявляете, может быть, что-то, или даете указы, или вот как-то такая вот, вы для нее неприятная, вот так вот. Причем у нее есть какой-то юношеский, я говорю, максимализм. Она о себе такого мнения, в чем-то она специалист, хотя она в этом не особо разбирается. То есть здесь она сама, может быть, подумывает уйти, свалить, потому что неприятно. Также считают вас в то же время, что вы работяга, будете день и ночь работать ради того, чтобы добиться карьеры, ради того, чтобы добиться, например, повышения, или чтобы на вас обратили внимание, или да, ради денег вы вот будете работать. Работоспособная вы в ее глазах. Так, еще посмотрим, о чем крепятся языки за вашей спиной. И кто? То, что вообще человек вы, который в жизни набил много шишек. Это говорит о вас человек, который вас очень хорошо знает. Знаете, тут еще может тоже опять вестись какая-то слежка или наблюдение. Как же у вас там сейчас? А будет ли в вашей жизни лучше или хуже? Вот тут какое-то наблюдение. А вы вот как за закрытыми стенами или не показываетесь? Только иногда высовываетесь и прячетесь. Высовываетесь и прячетесь. Знаете, вы стали лучше, чем вы были раньше. Говорят о вас, что вы изменились внешне в лучшую сторону, внутренне в лучшую сторону. Но в то же время здесь есть доля такой вот, хотя вы зрелая уже дама, неважно сколько вам лет, хоть и молодая, может быть, или вообще в целом зрелая, но вас могут называть, что вы еще как девчонка или глупая. Думаете о чем-то неважном. А вот, знаете, кто о важном очень много думает, те быстрее стареют. Вот как раз-таки очень хорошо подумать о том, что какие плюшевые игрушки красивые стоят на полочке, какие медвежатки, утятки и так далее, кошечки, собачки. Нежели думать о том, да, как воссоздался этот свет и из чего состоит вся инфраструктура, да, и так далее. Заполнять себе голову чем-то тяжелым, об экономике, о чем-то таком. То есть думать, что вы поверхностная или на все плевать вам, да, вот именно доля такого пофигизма есть. Не обращайте внимания на то, что серьезное, важное. Вам бы высшую математику учить, а не в компьютерные игры детские играть или в ТикТоках зависать, лайки ставить всем. Вот понимаете, о чем-то таком, что проявление такого, что вы ведете какой-то легкий образ жизни, а вам надо тяжелый, или работаете на легкой работе, а вам надо тяжелую работу, да, вот кто-то именно пытается на вас свесить какой-то хомут, причем свой же, скорее всего, да, кто работает на тяжелой работе или несет на себе какой-то груз. Может, даже доля зависти, опять-таки. Ну, ждет, выжидает. Кстати, это рабочие могут быть моменты. С работы кто-то. Он ждет, когда у вас будет какое-то или выгорание, или внутренний, ну, какой-то провал на работе, или какая-то ошибка большая. У вас на работе, по-моему, все ядом покрыты. Или чем-то ядовитым опрысканы. На самом деле здесь еще один человек именно с рабочего места. Ну, он знает вашу работу или как вы работаете. Я бы сказала, все вас видят со стороны очень такой работоспособной.
женщиной, которая не боится пыльной работы, тяжелой работы, сложной, нудной, не боится. Но вот эта работа, они говорят, что она вот как к вам не к лицу или же не подходит, да, вот вы работаете таксистом, вы же женщина, например, как вы можете работать таксистом или грузчиком или еще кем-то, да, вот именно, то есть или вы выглядите солидно, очень богато, так красиво, а работаете, полы моете, например, да, ну вот вам это не идет. Ну, ваша работа не подходит, может быть, даже вашим внешним данным. Обижаются на вас кто-то с работы. Обижаются. Обиду. Я говорю, он как будто, знаете, еще даже не сам держит эту обиду, а вот еще как распространяет какие-то вот слухи, чтобы все держали обиду, да, и думали, какая вы нехорошая. Знаете, такое складывается еще впечатление, что вас хотят просто, как сказать, вытолкнуть из гнезда, вытолкнуть из коллектива и не оставить вас ни с чем, да, вот именно по тройке мечей без каких-то шансов, без каких-то, может, возможностей. Чтобы вы ушли, например, а вам не заплатили зарплату. Так. Вас на самом деле кто-то не хочет. И хитро. Знаете, человек вам, я скажу, улыбается. Он может, кстати, и улыбчивый быть. Это в первую очередь говорит о ненормальной психике, когда человек много улыбается. Или вот подстрекатель такой. Всегда такие в коллективе есть. Знаете, не нашим, не вашим, типа. Ну, хотят вот, да, выгоды любой ценой такие. Сами готовы идти по головам и будут говорить, что вы такая. Или даже вы ничего не делали, а скажут, что сделали это вы подстрекательница, или вы всех сталкиваете головами, или что из-за вас не работает это или то. То есть какая-то вот хитрила общество. Вам показывают, что вы не обращаете внимания, но вот эти люди являются проблемой на вашем пути. Или создают проблемы на ровном месте или на вашем пути. Считают, что вы какая-то вот на самом деле незрелая. Или в чем-то не разбираетесь. Вам еще расти, госпожа до королевы. Тут, что самое интересное, в то же время, да, считают вас какой-то коммуникабельной, общительной. И как будто бы ваша коммуникабельность принадлежит другой профессии. Ну, тут такие, я вам скажу, люди какие-то сами незрелые и, я бы сказала, ядовитые и скользкие. Да, здесь общество из нескольких людей. И вот кто-то однозначно есть в коллективе, который якобы с вами, но является именно таким, которому ты поделишься, а он пойдет и по секрету якобы кому-то чего-то расскажет. Или по другим контекстам, да, с сурдопереводом, хочется сказать. Или псевдопереводом. Переведет другим. Ну, такой человек, который умеет распространять слухи или докладывать начальству. Такая шакалина. Шакал. Доля зависти. Ну, вы еще и нарядная, может быть, приходите на работу. Или при параде, или, я бы сказала, ухоженная. Да, белоручка, она ничего не делает, она только вот создает видимость дел или видимость профессионализма в своем деле. На самом деле она такой не является. Здесь у людей есть зависть, особенно вашей внешности. Очень много женщин, подстрекательниц, или же женщины такие, я скажу, у которых в жизни не так-то все гладко, или по сути своей, по натуре, такие вот едоплодные.
только ядом лить. Да, незрелые женщины. Хоть они и в возрасте, это не важно. Знаете, седые волосы не показатель возраста. Здесь может быть внутренняя вообще вот эта неграмотность, в первую очередь, незрелость и невоспитанность со стороны вот таких людей. Да, ведут себя как дети в школе. Даже дети, скорее всего, себя даже так не ведут. Пытаются на самом деле перекручивать. Знаете, что самое интересное? Что эти люди больше всех в жизни страдают и больше всех в жизни потом и получают. Если не только это касается вас, а в целом, что они привыкли всех обсуждать, обсирать, они сами за это потом расплачиваются. Да? Или несчастьями, или чем-то, да? Бедностью, например, недостатком чего-то. Не получается у них в жизни что-то, потому что привыкли обсуждать чужую жизнь, а не свою. Здесь говорят о том, что вы знаете, закрытая книга, но можно же что-то придумать вам, какие-то характеристики хотя бы, да? До конца, конечно, здесь вас не знают. Не знают. Я вашей жизни не знаю. Пытаются смело заявлять о том, что они знают. Все-то они знают. Вам иногда даже и не хочется, скорее всего, в этот коллектив. Или вы пытаетесь как-то обходить хитро этот коллектив. Здесь есть какие-то, вот я говорю, докладыватели, которые могут докладывать о вас кому-то на ушко, по секрету, да, не говори только, чтобы не разглашать. Но на самом деле, да, что-то может являться большой частью лжи. Неправда. Это неправда. Подстрекатели. Вообще по жизни, да, по своей люди подстрекатели. Острые языки у них и, знаете, манеры психа. Есть какие-то, может быть, да, проблемы с психосоматикой или уже выгорание тотального, когда людям нужно отдохнуть. Иначе, да, из людей начинает вытекать всякая вот эта гниль. Он может даже не только отдохнуть, но и вообще очистить свою душу, да, и просить прощения. Так. А чем еще трепется за вашей спиной? И кто? Мужчина. Врет. Мужчина, который стремится к вам и вам в чем-то врет. В финансах врет или скрывает финансы. Может хвастаться перед вами, на самом деле так не является. У меня все есть, а на самом деле ничего. Или у меня такая карьера, а сам там где-то на побочных местах работает, понимаете? Принеси сумку или понеси сумки. Есть сильная физическая тяга. Злится, ревнует. Он вас с кем-то видел. Здесь незрелая позиция. Мужчина может быть и с сединой, но мужчина внутренне, глубоко, я бы сказала, даже не зрел. Как дурак себя может по отношению к вам вести, или глупо, как ребенок. В то же время даже пошло шутить, или человек вообще такой в себе является, пошляк какой-то, знаете, может даже с кем-то переговариваться, говорить с друзьями о чем-то таком пошляцком, пошлом. Человек лжец. Человек может говорить, что у вас что-то было, а у вас ничего не было. На самом деле, да? С каким-то тоже незрелым типом. Но я вам скажу, здесь вот ловить нечего. Здесь просто человек тем самым характеризует перед всеми свое, знаете, вот это высокое положение, что он
король зверей, он лев. Я лев, король зверей, и все должны быть мне послушным. За мной много достижений, да, у меня было много львиц. Вот, а на самом деле только одна, и то с трудом, и с горем пополам. А на самом деле много вранья, да, человек кому-то что-то рассказывает, но он врет, он не говорит правду, как он является на самом деле. Ведет себя именно вот как мальчики, молодые студенты там еще, да, или школьники, могут что-то там о девочках обсуждать. Вот такой же мужик. Причем уже и седина на голове. Я же и говорю, что седина это не показатель ума, возраста и так далее. Да, незрелый пацан. Вообще говорит какие-то вещи, вот я бы сказала сразу, пошляцкие. Пошляк. Да и по натуре своей. Может быть, от раннего детства. И такое чувство, что как будто бы ему не те достаются, в которых он влюбляется. Вот так. И вы ему не достаетесь. Может быть, давно знакомы с этим человеком, человек из прошлого, из далекого прошлого, может, даже из-за школьной скамьи, кто знает. Но именно что-то вот такое далекое идет или давно вас знает. Хотел бы вас, но кишка тонка. Хотя, да, может заявлять о том, что у вас что-то было с ним. Еще сплетни, слухи. Мужчина какой-то думает о том, что у вас в семье все плохо. Что вы несчастная женщина, что вас кто-то или держит заперти, или же не дает вам простора, свободы, что вы живете вот в каких-то переживаниях, в слезах, то, что у вас в жизни вот какие-то сумбуры происходят, несчастье, может быть, в личной жизни касаемо, то, что у вас не получаются какие-то отношения, что вы не совсем счастливы, что вам кто-то не дает любви, но вы можете быть в отношениях, но эти отношения приносят боль и разочарование. Вы вот жертва, вас надо спасать. Вот об этом идут разговоры. Причем, знаете, тут самое интересное, мужчина-то в вас влюблен. Это влюбленный со стороны мужчина. Он с кем-то может говорить у вас. Вы нравитесь человеку. Я бы еще сказала, как будто бы человек молится или посещает храм. Но человек за вас вот как ставит свечку, молится за вашу жизнь, за ваше какое-то счастье. Но человек хотел бы счастлив быть он с вами. Что это за мужчина? Он далеко на расстоянии находится. Это женатый мужчина. Он вас знает, но я бы сказала в какой-то степени, вот как заочно знает, или вот было между вами какое-то общение, но он знает какие-то ваши боли. Тут даже может быть так, что человек о вас гадает. Человек за вас молится. И вы ему нравитесь. Хотя он находится, может, или в паре с кем-то, или есть у него девушка. Он хочет быть и там, и здесь. Но это вообще уже сверх. Это уже сверх. Он хочет быть и там, и здесь. Знаете, такой мужчина, влюбчивый мужчина, всех жалко ему. И вот, знаете, даже он не будет любить, но он не оставит эти отношения, потому что жалко. Это такой, сюда сразу вспомнил, меценат. Помогать всем одиноким женщинам, сделать детей, записывайтесь к нему, как говорится, в очередь. Понимаете, всех сделать счастливыми. Вот такой вот, ну такие вот есть, да? Угу. Даже интересно стало. Но сам несчастен. Он не знает, куда он плывет. Плывет как по течению, он не знает, куда он плывет.
Да, вот он живет, может быть, одним днем, сегодняшним днем. Нет в нем вот какого-то, нету в нем верности, но в то же время нету и вот этого, странный тип, нету в нем и он дарит любовь всем. Он всем хочет быть хорошим, добрым. Человек открытая душа, но в то же время, да, он никому не привязан. Это человек, который помогает слабым женщинам. Да, а здоров ли он? Давайте спросим, здоров ли он? Он сам не знает, чего хочет. Вот он что-то ждет, ждет такой, знаете, тянет резину, но раз и обламывается, потом перестает об этом думать, потом о чем-то еще думает. И так в жизни. Тягомотный такой. Но в принципе, хоть он и тягомотный, да, вот если его попросить помочь, он побежит с радостью помогать. Неважно, женщине, другу. И вот что касается отношений, вы нравитесь ему, и еще кто-то ему нравится, и еще кто-то, и всем готов помочь. И к Варе, и к Люсе, и к Наташе, и к Вере побежать, понимаете, гвоздь прибивать, полку прибивать. Ну, а если переспать, ну, а почему бы и нет? Всем же хорошо от этого. То есть это уникальный мужчина. Я не знаю, где вы его нашли, может быть, ну, человек такой, который склонен всем помогать. Да, беззаботно так. Будет у него жена, он побежит к другой помогать, если кто-то его попросит полку прибить. Но я же мужчина. Слабохарактерный может быть тоже. Ходит, верит в Бога, он молится за вас. Видит ваше какое-то горе. Может быть, даже вас в чем-то утешал. Давайте в целом посмотрим. В целом, вот так, вы для многих темная лошадка. Ну, кто-то конкретно понимает у вас, что вы в трудный час, в трудную минуту на вас можно положиться. И вообще в целом, что вас нужно и поблагодарить. Да, кто-то, может быть, имеет в себе вот это вот чувство, мне нужно ее отблагодарить, или вот как-то имеет к вам уважение. Также считает, что вы справедливый человек, умеете справедливо все рассудить, всех рассудить. В какой-то степени вас и боятся, в какой-то степени с вами весело и хорошо. Да, в какой-то степени вы являетесь для кого-то вот как ангелом, помощником, ангелом, спасли от чего-то или помогли в чем-то. Прояснили, может быть, какую-то ситуацию, да, перед Луной. То есть, когда ничего не видно, а вы кому-то помогли прояснить какую-то ситуацию в его жизни, открыли, может быть, на что-то глаза кому-то. В целом показывает общество. Что вы и хитра, и умна, иногда в каких-то иллюзиях утопаете, в своих мыслях. Какая-то бываете сами не своя. Вот знаете, кажется даже, что как будто вами кто-то или управляет, или вашим сознанием кто-то управляет, или вот вы под чем-то, или вот, да, вот вы какая-то отстраненная бываете. В то же время, да, и вы и в коллективе. Странная вы можете для кого-то быть странная. Знаете, я вам скажу, вы, опять-таки, кто-то понимает, что вы находитесь на переломном пути. И вы очень сильно, или были на переломном пути, очень сильно сейчас поменялись. Даете заднюю чему-то. Вот просто не заднюю, а скорее от чего-то ушли и оставили. Или какие-то привычки, или вот свое внешнее обличие. Да? Вот вы сейчас выглядите
по-другому. Очень сильно поменялись. Поменялось ваше отношение какое-то. Вы раньше себя с этим человеком вели так, а сейчас так. Кто-то конкретно об этом думает. Может быть, простили, даже отпустили по справедливости. Думают о том, что вам жизнь дает шансы, а вы их не берете. Или очень обидчиво, очень бываете. Хотя что здесь обижаться, говорят. И о том, что вы человек, который не только знает себе цену, но еще знает цену своей силе. Умеете управлять своей внутренней силой. Для кого-то вы являетесь давлением, на кого-то вы давите, кто-то чувствует от вас давление сильное. И причем закрывается после этого от вас. На кого-то вы давите. Знаете, здесь кто-то о вас даже спрашивал на картах Таро или гадал на вас. Это мужчина. Мужчина, который имеет к вам чувства. С кем-то вел о вас беседу, рассказывал о вас или о ваших чувствах. Но этого человека нету в вашей жизни. Это давно, скорее, да. До сих пор вспоминает вас. Такой вот был у нас сегодня расклад. И спасибо всем, кто был на сегодняшнем раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.